Всем привет, я Александр Румянцев. Сегодня у меня новый гость. Мы будем снова говорить о вечной мерзлоте и ее сохранении. Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, представься нашим зрителям, слушателям. Зовут меня Жирков Александр, старший научный сотрудник Института мерзлотоведения. Кандидат технических наук. Технических наук? Да. И мерзлотовед? И мерзлотовед. Очень интересно. А заканчивал чего? Вообще по образованию я физик, теплофизик. Да. Техническое образование, СВФУ, да. И как так получилось, что мерзлотоведение? Мерзлотоведение — это вообще такой симбиоз наук. Там есть и физики, там есть химики, строители, там есть геологи, географы. В общем, такое очень Большое направление. У нас в институте есть такой, наверное, единственный совет диссертационный, который выпускает кандидатов, докторов наук по 3 направлениям. Это кандидаты, доктора геолого-минералогических наук, кандидаты, доктора географических наук и кандидаты, доктора технических наук. То есть это все, и специальность называется инженерная геология, мерзлотоведение, грунтоведение. Значит, мы теперь рассматриваем вопрос, как сохранить вечную мерзлоту. Или как там ее правильно, я вот забыл. Не вечная мерзлота, как это называется? Вечно мерзлый грунт? Научное правильное название — многолетние мерзлые породы. Из головы вылетает, а это так вот. Да, его и можно назвать, в принципе, мерзлота и вечная мерзлота. Как показывают последние годы, наверное, вечность — это такое понятие условное. И что не боится времени, Да. там что-то с пирамидой связано. Да. Последний проект, которым занимаюсь, оно связано с восстановлением разрушенных территорий, сильно льдистых. Это вот как раз таки те самые подземные льды, крилитозоны широко развитые. И, собственно, защитой мерзлоты. То есть, как правильно можно жить с мерзлотой, взаимодействовать или жить на мерзлоте. Проект довольно интересен. Кто-то считает он даже такой авантюрный с одной точки зрения. Мне кажется, он очень актуальный и, в принципе, необходим именно сейчас, в наше время, и именно нам, кто живет в таких условиях. Сейчас практически все территории селитебные, допустим, у нас в Якутии, да, и вообще по всей крилитозоне, селитебные и урбанизированные — это все территории, до которых коснулся человек, грубо говоря. В зоне распространения вот именно подземных льдов, есть подземные льды, они разрушены, или деградируют, можно сказать. Это те картинки, фотографии, которые сопровождают во всех СМИ, когда говорят об изменении климата и реакции мерзлоты на эти изменения. То есть все вот эти провалы в земле. Да, вот это вот Батагайка, там показывают большой кратер такой, Чурупчинский район там показывают эти все разрушения, то есть это провалы такие. Это больше касается центральной Якутии? У нас да, а вообще это касается тех территорий, где есть подземный лед. То есть, в принципе, это, не знаю, добрая половина нашей страны, да? Я бы не сказал, есть территории просто мерзлые. То есть, где нету таких льдистых территорий, в принципе, там нормально. Там нету термопросадок и термокарста. Почему вообще провалы-то случаются? Это, в принципе, физика, она такая еще школьная. Когда вода замерзает в лед, его объем увеличивается. Да.
А вот здесь обратный процесс. Лед вытаивает, соответственно, объем уменьшается. Объем уменьшается, и вот он под землей лежит, сколько-то объема вытаял, нету того объема, и земля под своей тяжестью Проваливается. проваливается. В эту пустоту Да. получается. Ну и, соответственно, появляются вот такие вот неровности, отрицательные, в науке говорят, отрицательный рельеф, Ну, форму рельефов. чем вот вообще в нашей жизни полезно сохранять мерзлоту? Вот здесь, смотрите, очень интересно. Тут многие могут, ну, вопрос на самом деле может быть и спорный. Но мне кажется, он абсолютно не спорный. А многие говорят, ну вот да, идет деградация мерзлоты, что делать, мы не можем это все остановить. Вот это утверждение, мне кажется, подобно вот человек хватается за голову и бегает внутри какого-то вот, кабинета или, не знаю, помещения и ударяется о землю, паникует, там, ничего нельзя сделать, как бы, вот такому подобно. Мы же должны адаптироваться, ну, как бы, человек, он почему до сих пор как бы развивается, живет, потому что он очень хорошо адаптируется ко всем условиям. И поэтому к этим условиям нам нужно тоже адаптироваться. Вот этот проект, который мы задумали, он, в принципе, дает вот в настоящих условиях адаптироваться и жить на этих территориях. При строительстве, вот, допустим, вот у нас мы забиваем, значит, сваи для дома, да, чтобы поднять его над грунтом. И вот в последнее время случается так, что эти сваи, они не до конца промерзают. Может быть, не сваи, это грунты, скорее всего, имеют недостаточную, скажем так, устойчивость, чтобы держать эти сваи. То есть сваи держались на этих грунтах. Есть определенное, конечно, значение температур грунтов, при которых можно строить. Да? Ну, то есть есть требования. А вот с развитием, с изменением климата, территории, которые имеют слабые грунты, да? Ну, то есть температуры у них высокие, около нулевые, таких территорий становится все больше. И учитывать это вот сейчас абсолютно необходимо. Есть много примеров, когда делается проект, выделяется земля, да, допустим, под здание. Но оказывается, что эта земля вот по температурам она не подходит для строительства. Либо его надо как-то подогнать, эти температуры, то есть выхолаживать грунты, подготовить для строительства. И с этим связаны многие проблемы при строительстве. То есть сроки уходят, а строить нельзя, потому что грунты слабые. То есть возводить первый, второй, третий этаж, то есть это все давление, то есть температуры должны быть отрицательные и хорошо отрицательные. А они высокие, около нулевые. То есть там практически нельзя строить. Соответственно, надо эти грунты охлаждать, охлаживать. А как это сделать? Вот. Существует 4 таких довольно распространенных метода. Я сейчас расскажу примерно о каждом, как бы более-менее понятно. Первый метод, он всегда везде используется, мы его просто не замечаем. Это отсыпка. То есть мы отсыпаем, дороги отсыпаем, они идут отсыпкой вот такой высокой. Почему? Потому что мы стараемся поднять дорогу выше. Если мы поднимаем выше, то у нас глубина протаивания, которая вот за теплый период года, за лето протаивает, она тоже поднимается с насыпью. А дорога, как обычно бывает, она с асфальтом, да, летом она нагревается сильно, поэтому его желательно поднимать выше, чтобы до мерзлоты не доходило. Ну и в зданиях тоже, под зданиями обычно делают отсыпку и там строят. Это первый метод защиты мерзлоты. Вообще, конечно, есть два принципа строительства. Первый, второй принцип строительства. Первый – это сохранение мерзлоты, мерзлых грунтов, оснований. Да? Второй – это без. Ну, то есть первый – это строить на сваях, а второй принцип – это строить, допустим, на ленточном фундаменте.
у нас он тут вроде не распространен. Ну, для таких одноэтажных домов он его использует. Для индивидуального. Да, но обязательно нужно учитывать в этом случае продухи. Ну, это такой два принципа строительства. А я сейчас хочу рассказать о 4 принципах именно охлаждения грунтов, если вы попали в такую ситуацию. Так. Ну, вот первый это отсыпка, а второе это предзимнее увлажнение. Его люди, в общем-то, подсмотрели у природы, когда осенью идет обильные осадки, следующим летом глубина протаивания уменьшается при условии, что вся влага замерзла. И это используют обычно, используют предзимнее орошение, так называемое. То есть именно вот в сентябре где-то, да, орошают территорию, увлажняют сильно. Зимой. И зимники тоже, да. там поливалки ездят. Ну, похожее, да. Вот эту методику тоже используют. Ну и основное, третье мероприятие основное, это снегочистка, снегоуплотнение. Допустим, мы убираем снег, соответственно, где убрали снег, там грунты сильно охлаждаются. Потому что снег играет роль теплоизолятора. Вот у нас в зданиях есть теплоизолятор, а он как бы природный теплоизолятор. Ну, да. Он не пропускает, во-первых, холод в грунты, ну и, соответственно, мало выпускает то тепло, которое поступило летом в грунты сами. Между прочим, вот это вот мероприятие в своих проектах использует Зимов, который создал проект Плестоценовый парк у нас на севере Якутии, в Черском. Где бизоны, овцы-быки. Да, вот его мечта это вот создать плестоценовый парк, чтобы там были и мамонты, бизоны, и овцы-быки, и, может, шерстистый носорог, ну, не знаю, в общем, создать вот такие вот животных, стада их, чтобы они снег утаптывали, уплотняли, соответственно, чтобы мерзлота в итоге охлаждалась и сохранялась. Ну и у него есть целый такой сайт, по-моему, есть, фонд, по-моему, есть, где кидают донаты и поддерживают это дело. В принципе, полезное. Ну, не знаю, насколько оно там реальное. Ну, есть такое, в общем говоря. Ну и четвертое мероприятие, это тоже человек, конечно, взял природы, вообще много чего берем с природы. Это процесс сукцессии и восстановления растительности. Когда мы, допустим, убираем растительность, ну то есть или его нету совершенно, да, ну или нет. Пример пожары. Угу. У нас очень много пожаров. Да. В последнее время, да, их как бы фиксируется все больше. Вот во время пожаров, когда лес выгорает, идет интенсивное протаивание мерзлоты. Первые года, там 3-5 лет. Потом с 8-го там года идет процесс восстанавливания растительности. То есть вот лес выгорел весь, потом он начинает сам восстанавливаться. И вот процесс восстановления, он занимает вообще долгое время, это 120-140 лет, ну где-то вот очень долго, когда лес сам, вот такой же лес восстанавливается. И вот это восстановление тоже играет как бы охлаждающую роль, то есть сохраняет мерзлоту. Ну, такой естественный регулятор. Да, его можно как-то ускорить, мне кажется, тоже. Например? Например, растительность уже выше, вот по нашим оценкам было, выше метра, полуметра, оно уже сохраняет мерзлоту. Дает эффект затенения, допустим, да? То есть уже можно достаточно начать с кустарников, получается? Да, если, ну, они же быстро растут. Ну да. То есть это не лиственница, которая растет там 120 лет. Они там за 3 года, допустим, довольно так могут вырасти. В общем, вот эти 4 мероприятия, которые можно использовать для сохранения мерзлоты. Вот снегочистка я особенно рекомендую, или снега просто уплотнение, потому что он основной фактор. То есть мы должны использовать холод естественный, зимний. Вот мы уплотнили территорию, которую нам надо, снег, там потоптались,
там поигрались, там, в общем, снег уплотнили, у нас грунты охладились. В следующем году у нас уже глубина протаивания меньше, не доходит до льдов, льды не вытаивают, соответственно, мы уже останавливаем процесс деградации. То есть, например, вот если я затеял там строительство дома, ну там на участке у себя, да? Перед строительным. Перед строительным сезоном мне в какой момент надо снег убирать? Вот хотя бы зима, которая перед строительством, то есть ты вот летом начинаешь строить. Нет, вот допустим, у меня участок, да, там я его взял, там, ну, летом не успел, там, или там осенью купил, ну, неважно. Планирую на следующий сезон. Ну вот зимой вот это. Вот зима наступила, вот когда вот, надо да, снег. Вот этой зимой сразу надо. Вот прям первый снег выпал, начинаешь его чистить? Ну не прям первый, там может быть с ноября, когда он уже там, не знаю, сантиметров 20. То есть уже такие сугробы, когда начинаются? Ну 20, да, где-то вот так. Ну 15-20 можно уже начинать топтать его. Ну или техника какой-то, да. Собирать, да. возить. Не, ну вот я вот, допустим, просто для примера вот взял как бы, вот, частное строительство, а вот для большого объекта, там, не знаю, школу, там, больницу, то есть они должны это вот все дело очищать. Абсолютно правильно, да, это так надо делать, но настоящая нормативка, ну, то есть те документы, управляющие строительством, они это не учитывают, к сожалению. То есть в этих, как там, СНИПах, там, вот этих строительных... Да. То есть и из-за этого, собственно, и появляются всякие проблемы, потому что они начинают, ну, ставят сваи, ну, понятное дело, поставили, хотят тут нулевой цикл, потом первый идти, а там же надо получать разрешение на вот эти вот циклы, а температура не позволяет получать. Надо всего-то перед началом сезона почистить снег, получается? Грубо говоря, да. Что, собственно, это позволит охладить грунты. По нашим последним оценкам, вот если говоря про температуру грунтов, вот те самые высокие температуры, то деградирующие ландшафты, это вот, допустим, где встречаются эти болдары, там температура не доходит до -1, это -0,5, -0,6. Это очень высокие температуры. Если средняя температура грунтов, там -1,5, -2, ну -2, допустим, да, бывает -4 там, под лесами. А вот что делать с территорией, которая вот, ну, выгорела, подверглась пожарам? Пожаром. Как вот ее установить? То есть она же вот тоже начинает все это протаивать, все это меняет рельеф, климат, в том числе, ну, да, последующее. Да. Вот как там быть? Ну, то есть ты же не везде там доедешь там с саженцами. Ну, просто там физически где-то невозможно. Или там тяжело, там затратно экономически какой-то способ есть? У нас в России пока нету, да. У нас как бы, где человек не живет, ну, то есть это же тайга, то есть выгорело, то есть там человек не живет. Они говорят, ну выгорело там, пока постоит, сама восстановится. Ну, сама явно восстановится. Но если посмотреть опыт мировой, то, допустим, в Америке, в Штатах, они используют дроны для восстановления лесов. У них же тоже много пожаров происходит. Ну, да, я тоже и вот они пытаются ускорить процесс восстановления лесов. И вот используют дроны. Они разработали специальные такие, ну, берут семена деревьев, да, и его кладут, грубо говоря, в какой-то капсулу. Контейнер, который там вот капсула, летает, распыляет. Да, капсула, и в нем там всякие вот готовые для него там какие-то вещества. То есть его вот бросают сверху, он там упал, и начинают ускоренно уже расти. Ну, то есть как будто бы посадил, то есть там капсула с семенами, с там, не знаю, необходимыми микроэлементами. Да. Все это сбрасываешь, такое вот в моем представлении, там, как яйцо, киндер-сюрприз, да? Ну, типа условно такого, говоря. условно говоря. Бомбометание произошло. Да, и вот они летают коптером вот, прям и сеют территории, которые выгорели. Ну, у нас такого не принято. В принципе, у нас леса, многие наблюдали за вот именно, как этот процесс происходит, восстановление лесов после пожаров. Там есть несколько стадий восстановления лесов.
Ну и, соответственно, как изменяются температуры, но это происходит очень долго. Вот как я сказал, это где-то 100 с лишним лет. И человек, в общем-то, ну, неохотно на это участвует, потому что это как бы экономически нецелесообразно. Может быть, а вот в других странах они вот пошли таким путем. Ну, может, есть энтузиасты какие-то, занимающиеся. Ну вот я знаю, что Америка, она не, как сказать, ну, я имею в виду вот северная, допустим, штат Аляска, не сильно заселенная часть материка. Да, там они практически не живут, а осваивают, грубо говоря. Ну и там, и, получается, у них тогда меньше вот этого вот фактора влияния человека на природу. Ну, это как сказать, они же его осваивают тоже. То есть там есть промышленные объекты, добывают какие-то полезные ископаемые. И поэтому там такой прессинг, скажем, антропогенный тоже есть довольно-таки. То есть не сказать, что там у них меньше, чем у нас, да? Не сказать, потому что все равно есть. И в Канаде есть, так что... То есть у нас похожая проблема. Похожая проблема, абсолютно. И они, значит, это вот с методом дронов с воздуха. Да, ну вот я, насколько знаю, есть такой проект у них, я видел, были статьи, по-моему, какой-то сайт у них даже есть, как, ну, как бы такой благотворительный, что ли. Собирают средства там на вот эти вещи. То есть гранты, все такое дело. Да, ну вот у нас такого сильно не развито. Ну можно. То есть делают это по миру, если брать. Ну, я знаю, что у нас вот тоже занимаются, может быть, не сильно, конечно, развито, но вот восстановлением лесов после пожаров. То есть там убирают различный мусор, там то, что вот не полностью сгорело, вычищают. И вот на месте этих пожарищ пытаются там вот новые саженцы деревьев садить. Ну, это надо абсолютно поддерживать, потому что вот в тех условиях, где идет вот мерзлота, как я сказал, да, то есть человек дотронулся, он что-то, поверхностные условия какие-то там, лес убрал, растительность убрал, и пошли сразу вот эти деградации. Исходя из этого всего, надо сказать, что растительность и леса у нас вообще трогать нельзя. Ну, особенно где есть подземный лед. Их надо только восстанавливать. И в этом отношении вот такие начинания абсолютно надо поддерживать. А как долго вот вы вашим проектом занимаетесь? Идея пришла в 2019 году, 2019. Мы работаем уже 2 года. Ну, как бы мы сначала теоретические оценки сделали, смоделировали этот процесс, доказали, можно сказать, теоретически, что это возможно. Потом мы начали полномасштабные научные натурные эксперименты. Есть какой-то полигон? Да, у нас есть полигон. Мы выбрали Амгинский район. Насколько сказал, я сейчас, если помню, в 2021 году на Северном форуме глава сказал, с 1991 по 2016 год республика потеряла 56% сельхозугодий, ну, грубо говоря, паши. Вот. А Амгинский район довольно-таки, ну, в нем развиты сельхоз. Ну, жители Якутии, можно сказать, там даже зерно, очень много пашен, да, они используют, и очень много они выбросили. И вот там есть люди, которые заинтересованы на самом деле в этом. И вот мы с ними пообщались, они сказали, давайте начинать. И вот мы там начали. Там есть одна пашня, если там, ну вот сейчас что-то не сделать, его через 3-5 лет можно просто выбросить опять. То есть это будет 80 га опять выбросено просто так. То есть там уже совсем ничего делать нельзя или там через очень длительный срок что-то можно делать? Ну, сейчас он эксплуатируется. То есть они его равняют каждый день, ну, каждый год.
и каждый год он деградирует. То есть там вот эти процессы все равно появляются, они его равняют, сеют, собирают, потом осенью все равно опускается, деградирует, они в следующем году все равно равняют. В общем, вот такой вот процесс идет борьбы, так скажем, у них. А вот мы эксперимент провели, ну, так как все равно ограничены в средствах, провели на 1 гектаре. Мы взяли 2 условия, то есть действующая пашня и за пашней вот такой же ландшафт, если его не равнять. Там просто вот такие провалы ужасные там около. Человек может зайти просто и потеряться. Там за бугорок зашел и пропал, да? Да, там 2,5 метров, такие вот глубокие довольно такие. Западины, можно сказать, да. Вот такой территории взяли, восстановили. В пашне нам как бы не разрешили что-то сильно менять, потому что действующие же пашни его используют. Мы там просто снег убрали. Снег убрали и наблюдаем, как ведут себя температуры, как ведут себя влажность грунтов, ну и как ведет себя глубина протаивания. Через год, вот, проведя весь эксперимент, который я сказал, да, это вот планировка поверхности, предзимнее увлажнение, зимой снег убрали и восстановление растительности. Ну, либо восстановление растительности, либо, если сельхозугодие, то сразу сеять и какие-то культуры. Через год мы получили результат, и мы подняли глубину протаивания над льдами уже на 40 сантиметров. То есть мы уже, вот глубина протаивания, та глубина, которая за теплый период протаивает, у них он доходил до льдов, прямо вот подземных льдов. Доходит, льды протаивают, деградируют. И каждый год. А мы вот над льдами подняли глубину протаивания, у нас уменьшилось до 40 сантиметров, 40 сантиметров. Оно уже не доходит. То есть, а это еще можно выше сделать? Можно выше сделать, если повторять его там определенное время. Но тут опять же надо выбрать как бы оптимальные условия. То есть каждый год снег чистить тоже я имею в виду, затрата. если вот эти вот все мероприятия ежегодно проводить. Можно, конечно, его даже можно до метра сделать, но смысл тратить столько денег для того, чтобы это делать. Можно просто повторять через год, через 2 года, через 3 года, когда глубина протаивания поднимается, потом тихо идет ниже, потом опять его поднимают, потом опять. То есть поддерживать один уровень, заданный, скажем так, расчет. Оптимальные, скажем так, мероприятия через 2-3 года повторять их. В принципе, можно такие территории утраченные, где нет уже больших озер, там, допустим, да. То есть термокарст — это такой процесс, при котором вот, стоит, да, поверхность, глубина протаивания доходит до подземных льдов, льды начинают вытаивать, появляются просадки, потом они растут, появляются там водоемы маленькие, потом это превращается в большое озеро, и через 1000 лет это получается алаз. То есть вода вся испаряется, и вот это вот остается. То есть это такой криогенный процесс, который у нас довольно сильно развит. И если нету таких, те территории, где нету, допустим, озер, их можно, в принципе, восстановить вот по этой методике. То есть даже вот если вот территория, она вот такая бугристая, да, вот ее можно выровнять, если там уже нет, воды нет. Да, если еще воды нет. Потом появится там вода, и все, там уже нельзя будет ничего делать. То есть пока не началось затопление. Да. На самом деле это очень актуально. Вот в Центральной Якутии это Леноамбинское междуречье, это вот Мегден-Гангаласский, Усолданский, Чурапчинский, Татинский, Амгинский. Вот эти все районы, они очень сильно подвергнуты таким процессам. Это селективная территория, то есть окраины деревень, где дают, допустим, молодежи, да, вот сейчас очень часто дают территории, там молодежный квартал какой-то там. И все территории практически такие. Вот. И людям приходится жить в таких условиях.
То есть они тогда тоже могут выровнять Да, свой и участок. в этом случае тоже можно использовать эту методику. Просто разровнять. То есть сначала, если вот участок бугристый, там вызываешь бульдозер, он это все. Да, его сносит. подровнять, либо завести грунт, подровнять. То есть В либо общем, его там срезать и подровнять, либо там навести Да, песка, там да. земли и поднять его типа вот под это, да? А потом зима настает, ты чистишь участок, чтобы все это дело промерзло, если есть чем поливаешь, да? Да, да. И это вот как бы за год можно сделать? Ну, мы же сделали. То есть на следующим летом уже можно, грубо говоря, строиться. Да. Ну, это вот уже интересно. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Вот. А так, на самом деле, если, да, ничего как-то не делать, то есть ужасные картинки, фотографии с таких территорий, где ничего не делали. Там просто дома разрушаются, ужасные деградации идут, дома рушатся. Вот если ничего не делать, то не знаю, как у нас будет, но последствия будут ужасные. Но если как-то пытаться вот адаптироваться к этим условиям, хотя бы чистить снег, хотя бы, ну, не знаю, человек все равно же там, ну, не сказать пожилое население, но такое взрослое население, он же пытается там выходить, прогулки делать и так далее, и так далее. Может, прогулки делать и как-то, не знаю, полезно для еще быта, там, снег потоптать. Хотя бы. Ну, вот это даст большой эффект не только для здоровья человека, может быть, но и для быта его. В общем, надо двигаться, топтать снег, Да. чистить его, совмещать приятное с полезным. Ну что, спасибо, что нашел время рассказать нам все это интересное. Меня вот больше, конечно, волнует, интересует, так как вот я в частном доме живу и вообще вот интересуюсь тематикой там, строительства, ИЖС и так далее. Вот что сделать с такими участками, когда у тебя не самые лучшие стартовые данные есть. Оказывается, можно участки с буграми, их можно выровнять, и если зимой там потоптаться, то можно его, ну, как бы сказать, привести в божеский вид, выровнять и начать строительство буквально уже на следующий год. То есть если вам дали участок вот с такими образованиями, то выравниваете его, чистите и все, можете на следующий год строиться. По-моему, это очень круто. Спасибо Александру, что он согласился, принял участие в нашем выпуске. Сегодня мы говорили о восстановлении вечно мерзлых грунтов. Многолетних мерзлых грунтов. Как вот я вспоминаю надпись на Талом озере: «Берегите вечность от мерзлоты». Хоть и неправильно, но, в общем, мысль примерно верная. В ту сторону. Да, нам всем надо беречь то место, где мы живем. Потому что мы уйдем, мерзлота останется. Всем спасибо, пишите комментарии. Пока. Пока.